Почитала я тут на медне крымско-татарские сказки и поняла, что все мы очень похожи. И одну из них я даже захотела показать и рассказать вам. Она не похожа ни на Снежную королеву, и уж тем более на Красавицу и чудовище. Это сказка о любви, верности, смерти и, конечно же, волшебстве. И что самое главное, события этой сказки происходили непосредственно здесь. Я, конечно, не буду играть роль ханской дочери в силу того, что просто не смогу. Но историю расскажу. Итак, начинаем. Давным-давно, так что и сказать нельзя, было ли это на самом деле или не было, жил на южном берегу Крыма могущественный хан. И было у него 3 дочери. Больше всех он любил самую красивую и молодую из них Фатьму. С детства росла девочка в прекрасном дворце и саду, не выходя за его пределы. Сад был таким большим, что и к 16 годам у нее были неизведанные закоулки парка. Своей красотой Фатьма была обязана волшебному колодцу, из которого черпала воду для умывания. Несмотря на все великолепие сада и убранство дворца, девушка больше всего любила сидеть у подножия Аюдага и размышлять о своей нелегкой, как ей казалось, судьбе. И вот однажды ночью пришла Фатьма к любимому месту на побережье. И стала она жаловаться на судьбу, мол, мало у нее ожерелий малахитовых и браслетов жемчужных. В этот момент услышал ее царь морских дивов, и поднялся тут шторм великий. Волны захлестнули Фатьму и увлекли в глубокое синее море. Но царь дивов не собирался убивать Фатьму. Он собирался лишь проучить ее. И волны показались мягкими для Фатьмы. Но то, что ждало ее после возвращения, совсем не обрадовало ее. Волны выбросили Фатьму у прекрасного лесного водопада, которого она никогда не видела в парке своего отца. Она очень растерялась, но вдалеке увидела какой-то неизвестный поселок. Она решила направиться туда. Очутившись в незнакомом месте, Фатьма пришла в ужас. Никогда прежде она не видела такой нищеты и голода. Она прошла дальше по поселку и очутилась на такой узкой татарской улочке. Но и здесь она не встретила никого, кроме тощих кошек и таких же тощих дервишей. Она пошла дальше. И вот она вышла уже на более широкую, наверное, главную улицу этого поселка. И встретила сапожника. Он сидел на крыльце и пытался работать. Именно что пытался, потому что ничего не выходило в его тонких белых руках. Она заинтересовалась его работой и, разговорившись, узнала, что он является единственным сыном падишаха соседнего государства. Заплакала тут Фатьма, ведь ее отец вел как раз войну в это время с отцом Османа. Так звали юного сапожника. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда, но, видимо, судьба должна была их разлучить. Они очень долго разговаривали, сапожник угостил ее кофе в своей сакле. 40 дней и ночей она прожила в татарском городе, пока однажды не вернулась к берегу моря. И вот на 41-ю ночь она пришла к воротам богатого дома и назвалась дочерью хана. Но никто не поверил нищей оборванке. Именно такой предстала перед ними Фатьма. В эту ночь она решила попытать счастье у моря и пришла к нему покаяться в своей неблагодарности к судьбе. И вернул ее снова царь морских дивов в сад своего отца.
Залилась тут горючими слезами Фатьма, так тоскливо и стала без любимого Османа, что натекла огромная лужа слез. Будь она современной девушкой, клавиатура бы ее непременно размокла. Однажды ночью Фатьма гуляла по заброшенной лесной части парка. И, посмотрев однажды в небо, ей показалось, что звезды в эту ночь светят особенно ярко, а некоторые из них даже падают вглубь него. Она не успевала загадывать желание, так часто начинали падать звезды. Она пошла по тропке, освещенной луной, и привела ее эта тропка к кипарисам. Кипарисов в парке Хана было немало, и Фатьма даже сначала расстроилась, обнаружив только дерево, ведь она хотела найти ярчайшую из звезд и украсить ею косы. Но, обойдя кипарисовое дерево, она обнаружила, что их было несколько. Но заковырка-то не в этом. Оказалось, что посадка этих деревьев образует шатер. Странный яркий свет исходил из шатра. Она заглянула внутрь, но уже перестала удивляться свету, звездам, потому что там, внутри, она обнаружила, как вы думаете, что и кого? Она обнаружила мирно спящего Османа. Проснулся он от взгляда возлюбленной. В этот момент они признались друг другу в чувствах, и Фатьма предложила ему: пойдем же к моему отцу и расскажем ему о радостной новости. Но Осман остановил ее. Что ты? Твой отец дает 1000 червонцев и лучшего своего коня тому человеку, который найдет меня и принесет, живым или мертвым. Испугалась Фатьма, бледнее снега стала. Что же нам делать, говорит. И решили они тайно встречаться, либо в этих кипарисах, либо где-нибудь на побережье. Каждый день встречались влюбленные в потайной беседке из кипарисов, пока не стала замечать за собой Фатьма взгляд приближенного к хану юродивого. Стали они думать, как им быть. Долго думали, и уж листва пооблетала с деревьев. С тех пор каждый вечер юноша ждал Фатьму в еловом шатре. Но случилась беда на головы влюбленных. Прознал грозный родитель про некоего дочкиного ухажера и велел запереть красавицу в башне. Знал бы, кто ее жених, приказал бы сразу ее казнить. Несколько недель ждал Осман возлюбленную в потайном месте, но так и не дождался. Отчаявшись, Осман пошел искать ее на берегу моря. Как назло, увидел это из соколиной башни хан и приказал поймать врага. Все это видела Фатьма из своего заточения. Очень она упрашивала отца пощадить возлюбленного, но хан был непреклонен и приказал сбросить Османа со скалы. Жизнь Фатьмы засохла, как эти каналы. Вода в них почему-то пропала. Ничего больше не интересовало красавицу. Она замкнулась в себе и стала проводить большую часть времени в одиночестве, пока снова не пришла к скале. Как бы тяжело ей не было видеть место гибели ее любимого Османа, она осмелилась забраться на самую ее вершину. И там увидела черного кота. Гигантское существо было образовано скалой. Рядом с этим местом стоял страшный волк, сквозь который девушка услышала: «Твое спасение в оливковой роще». Черное чудовище, которое я ласково окрестила котом, указало ей своим хвостом направление на оливковую рощу в Ханском парке. Ничего не поняла из этого совета Фатьма, ведь оливок она ела в своей жизни огромное количество. Придя в эту рощу, поднялся ветер. Она оглядела все деревья вокруг и видела из ягод только оливки. Она перевела свой взгляд направо и увидела куст. Он весь был усеян черными, как ее волосы, ягодами. Тут же она вспомнила, что бабки-знахарки говорили, что это чуть ли не самое ядовитое растение на южном берегу Крыма. Недолго думая, она схватила целую гроздь и отправила в рот. Она не прожила и часа.
Даже смерть не смогла разлучить влюбленных. Однажды, через год после кончины дочери, отец Хан прогуливался по парку и обнаружил эти кипарисы. Но он обнаружил не те зеленые, пышущие здоровьем деревья. Он обнаружил сухостой. Хан пошел по парку дальше. Каков же был его ужас, когда он увидел, что два дерева срослись и высохли. В этот момент он понял, какую колоссальную ошибку он совершил. После того, как Хан одумался, он соорудил импровизированную гробницу, которую обустроил с такой любовью, что она стала чуть ли не самым красивым местом в Ханском парке. Сразу после открытия мемориала на ней выросли два одиноких белых цветка. По иронии судьбы, гробница находилась как раз напротив того злосчастного куста с ядовитыми ягодами, которыми отравилась красавица Фатьма. Но Хан этого не знал, иначе он никогда не сделал бы могилу своей любимой дочери здесь.